Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і наш стрым, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. У сістэме беларускай адукацыі прыватныя навучальныя установы складаюць толькі 0,5% ад агульнай колькасці школ. Адпаведна, вучацца ў іх толькі 0,13% школьнікаў. У суседзей наших, у суседніх краінах значна большыя паказчыкі. Ці трэба нам ісці за цывілізаваным светам і павялічваць колькасць прыватных навучальных устаноў, і ўвогуле стаўленне Міністэрства адукацыі да гэтых прыватных навучальных устаноў мы сёння і абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі. А гэта рэпетытары, сузаснавальнік адукацыйнага цэнтра Яўген Левянт і кіраўнік адукацыйнага цэнтра Александр Луцкевич. Добрый дзень, шановное гаспадарство. Давайте з самага пачатку. Ось сапраўды такая вот, я не ведаю, так, малая колькасць прыватных менавіта школ, адукацыйных цэнтраў у Беларусі, як вот я агучыў этой лічбы. Это данные Белстата, это, мы ничего не придумали, они есть в сборниках, каждый год Белстат выпускает эти сборники, в том числе, по всем отраслям нашей экономики, в том числе они в открытом доступе, можно легко проверить. Але наколькі, ось, спадар Александр, на вашу думку, ўсё ж таки гэта лічба малая? Да, вот у суседніх краінах, як я сказаў, ужо больш, але ці трэба нам больш? Знаете, а в чем проблема? А почему нет? Да, здесь должна быть конкуренция. Здесь мы не должны вообще рассуждать с точки зрения, надо ли насильно их делать, или же нужно сдерживать у нас открытие этих школ. То есть это должно быть органичным процессом. То есть мы идем дальше и в рыночную экономику, и система образования меняется. И есть проблемы в государственной сфере. Вот, соответственно, это должен быть процесс, который, если есть спрос, то пускай будет и предложение. Вот, мы не должны что-то с этими цифрами делать уже насильно, но не должны сдерживать. А так, конечно, выглядит этот процент, конечно, маловато, мягко говоря. Если можно, я бы добавил, смотрите, в недавнем интервью нашей Ниве министр образования Карпенко на вопрос, а надо ли увеличивать эту долю частных школ, он сказал, честно говоря, не знаю. Меня так удивил этот ответ. Вот я представляю, министра сельского хозяйства спрашивают, а как там дела у фермеров? Он говорит, не знаю, мне это не интересно. Министр строительства спрашивает, а как там дела у частных застройщиков? Говорит, не знаю, мне это не интересно. Министр здравоохранения спрашивает, как там дела в частных медицинских центрах? Он говорит, не знаю, это не интересно. Но это же нонсенс. Но наша экономика, посмотрите, какой министр торговли спрашивает, как там дела у такой-то сети? Он говорит, да вообще мне это по барабану. Вот мы же сидим смеемся, но мы уже привыкли к тому, что органично, вот как Александр сказал, в нашей жизни существуют и государственные, и частные, и магазины, и медицинские центры, и они конкурируют, и сельское хозяйство. И мы себе не задаем вопрос, эта колбаска сделана на государственном предприятии или на частном. Мы только знаем, она вкусная или невкусная. И, в общем-то, наверное, что делается хорошо на государственных предприятиях, что на частных. Надо развивать все, должно все это конкурировать. И роль государства, я так думал раньше, поддерживать это и растить, и государственные, и частные, и чтобы не противопоставлять их. Кстати, не стравливать. Что интересно, у нас даже Конституция вообще в целом, если говорит о том, что идет поддержка кооперации, да, для того, чтобы люди сами кооперировались и чтобы создавалось, в общем-то, и в бизнесе, и в гражданском обществе. Если мы говорим даже про основной наш документ. Извините, да, я тоже добавлю. Мы сейчас с Александром вдвоем. Я хочу просто... Проведете эфир, да. Я хочу опять, вот продолжить, что он сказал. Лозунг везде висит, поддержим белорусского производителя. Там нигде не написано, поддержим государственного белорусского производителя или частного. Да? Там об этом ничего не сказано. И я так понимаю, что этот лозунг поддержим любого белорусского производителя, который честно и добросовестно или производит продукты, или предоставляет услуги. Везде, во всех отраслях это работает. Кроме одной, кроме системы образования. Вы сказали про тое, што павінна, калі ёсць нейкая запатрабаванасць, то каб яны самі раслі. Запатрабаванасці няма, што вот не вырастаюць новыя. Ці ў чым прычына?
Нет, зарегулированность государственная в этой отрасли такова, что когда говорят, ну, пожалуйста, открывайте, какие проблемы, законодательно-то прописано, как открыть. Ну, смотрите, чтобы открыть, например, частную школу, какие требования? Отдельно стоящее здание определенное, которое принадлежит только этой школе. Большая территория вокруг, которая принадлежит только этой школе. Внутри определенное количество унитазов, я сейчас не шучу, писсуаров на каждого человека. Там организация горячего питания. Там еще куча ограничений. Пожалуйста, делайте. Только это нереально. Вот сейчас было сейчас в СМИ, что построили школу частную, вроде как, в Веснянке, и цену $12 миллионов. Пожалуйста, стройте. Белорусские производители, пожалуйста, найдите $12 миллионов, и у вас будет школа. Ну, наверное, если бы вот такие требования, опять же, выставлять фермерам, давали кредиты, землю поддерживали, избавляли от налогов. Опять же, и в других видах бизнеса так было. А здесь покерфейс включается. Ну, так какие проблемы? Возьмите $12 миллионов и откройте себе школу. То есть зарегулированность такая. То есть, по сути дела, разрешение выглядит как издевательство. На, сделай. Ну, то есть, слетай на Луну, назад, какие проблемы? Не, ну вот вы прыводзілі як прыклад тое, колькі у нас тут прыватных медыцынскіх цэнтраў, да прыкладу. Ну, ім же ж там вот не давалі памяшканне, яны ўсе дзе-то бралі грошы, будавалі свае тыя там будынкі, цэнтры, аднекуль же ўзялі грошы. Як вот ці з адукацыяй по-іншаму павінна быць? Понимаете, все-таки образование – это не такой маржинальный бизнес, как медицина, да, медицинские центры. И здесь не те капиталы идут, которые могут позволить тебе взять и школу частную открыть, за $12 миллионов построить. Ты не можешь привлечь на это такие большие инвестиции. Опять-таки, вопрос в том, что еще с большего у нас как бы зарождается, и тоже непонятен, будет ли у нас вот эта покупательская способность. Возможно, чтобы этих детей в таких объемах отдавать в эти школы, чтобы эти инвестиции были окуплены. С медициной здесь другой абсолютно вопрос. Здесь это совсем другие деньги, другие цены. Поэтому нельзя эти две сферы так вот сравнивать. Спадар Евген, а ўсё ж таки вот вы кажаце пра зарэгуляванасць гэтай сферы, тым не менш, вот ці ёсць нейкі такі конкретный супраціў, что, скажем, Министерство адукации беларускае конкретно некие, ну, скажем так, палки ў колеса спрабуе ставіць тым, хто хоча распачаць сваю прыватную справу ў гэтым накірунку. Ну да, конечно. У чым это проявляется? Ну, апроч того, что вот возьмите, найдите гроши и постройте себе. Ну, послушайте, давайте я расскажу то, что я никогда еще не рассказывал. 3 сентября 2019 года. Центр Стобала в Витебске. 10 утра. То есть второй день учебного года. В этом году учебный год начался 2 сентября. Да? Значит, и к нам приходит в центр Витебский зампред горосполкома, главный санитарный врач Витебска, начальник управления образования города Витебска и еще какой-то чиновник. Проверять, как мы работаем. Второй день учебного года. У ребят нету проблем других, что ли? То есть вот они решили, что вот все остальные проблемы решены, и осталась только единственная проблема, которую надо решить, это в городе Витебске с центром Стобалов. Да. То есть, или вот последний случай, когда моя коллега из школы «Апельсин Стобала» выступила на коллегии при Совете министров, при премьер-министре, обсуждали вопросы лицензирования в образовании, и министр Карпенко настаивал на том, чтобы в системе образования нашей страны тоже ввести лицензирование школ. И Вера Эдуардовна выступила, прошу прощения, аргументированно объяснила, почему так не стоит поступать. Не потому, что мы вместе готовились просто к консумлению, я в курсе. Не потому, что мы против регулирования,
а потому что регулирование надо для того, чтобы бизнес рос. Во всех смыслах этого слова. А если регулирование приведет, что бизнес закроется, да, и она это доказала, то не нужно дополнительное лицензирование. И премьер-министр произнес фразу после ее выступления, что да, все, вопрос закрыт. Что произошло после этого? Через 2 часа Вере позвонили и сказали, к вам едет проверка. То есть, вот очень странные какие-то вещи, такие противоестественные. Вот мне есть знакомые в разных слоях общества, вот они такие странные вещи не рассказывают. Александр, а вам доводилось сутыкаться вот с такой, скажем так, дзіўным стаўленнем, скажем так, Министерства адукации до вашего центра? Бог пока избавил, на самом деле. То есть, но, опять-таки, здесь еще стоит разделять. Все-таки, если мы говорим о частной школе, то есть это уже здесь есть сейчас очень много форматов. Это школа, которая может выдавать диплом гособразца, школа, которая не может выдавать гособразца, там, и так далее. Здесь стоит вот об этом поговорить отдельно. И есть образовательные центры, вот мы готовим к ЦТ непосредственно. Здесь все-таки идет другое регулирование, здесь идет просто как там частное унитарное предприятие, ООО и так далее. И там не ставится каких-то конкретных критериев, которым должны, в общем-то, соответствовать. Это, по сути, как репетиторство. Репетиторство у нас большего, оно вот что-что, это очень хорошо когда-то было сделано, это избавлено от излишнего регулирования. Вот, поэтому тут немножко стоит развести две сферы и как бы уже где-то разделять об этом. Я все-таки занимаюсь у нас как репетиторство, подготовка к ЦТ, поэтому, в общем-то, с такими проблемами не сталкивались. А вот школы, здесь, конечно, об этом речь, что очень тяжело. И мне когда-то предлагали, говорили, ну что, может быть, давай частную школу откроем. Я говорю, не, ребят, как-то я что-то еще хочу, в общем-то, здоровым быть, жить хочу, чем в это все ввязываться. Секундочку, я хотел бы, коллеги, сказать, чтобы вы не расслаблялись, потому что первоначальным предложением Министерства образования было ввести лицензирование всех видов образовательной деятельности, не только школ, но и вот образовательных центров. То есть это не только репетиторство. То есть образование это не только репетиторство. Это, там, не знаю, пение, танцы, игра в шахматы, слушайте, рисование, там много всего, чем образование это гораздо шире, чем репетиторство, и гораздо важнее и интереснее, чем репетиторство. Так вот, в изначальных предложениях Минобра было ввести лицензирование всех видов образовательной деятельности. И интересно, как они аргументировали. А в России-то есть? А почему у нас есть? А в России действительно есть. Но у нас, кроме того, что есть лицензирование, еще пока нету, к счастью, лицензирования, у нас есть аккредитация. И хотели добавить к аккредитации еще и лицензирование. Если меня спросят, чем это отличается, не надо. Я не понимаю ни того, ни другого. А в России аккредитации нет, есть лицензирование. То есть неважно, как это назвать. То есть у них есть один из... И причем там лицензируется по другим принципам. Главное, чтобы педагогический состав был соответствующий. Главное, чтобы давали нужный уровень образования. То есть, да, и важна и обстановка, в которой дети находятся. Она всем важна. Не будем же мы с коллегами организовывать свой бизнес в подвале. Потому что ни одни здравомыслящие родители к нам не обратятся с тем, чтобы туда приходил ребенок. Мы в соответствии со здравым смыслом должны сделать нормальную обстановку, и чтобы у нас и кабинет был светлый, и чтобы мебель была соответствующая, и чтобы туалет был рядом. То есть, здравый смысл взрослых людей никто не отменял. Но нет, должна быть аккредитация, лицензирование, я еще не знаю, что. И это будут какие-то странные люди по каким-то странным правилам это все проводить. Зачем это? Да, там есть вот эти моменты, что потолки там определенные должны быть. Если уже там на сантиметр, это уже отличается, уже формальный принцип. То есть, в общем-то, как здравый смысл этого не понимает. Тоже. Я читаю розныя тэлеграм-каналы, у тым ліку і прысвечаныя адукацыі, і мяне вот здзівіла одна фраза, яна жартаўлівая, конечно, але я так разумею, что у кожным жарце, як кажуць, так вот пишуць, больш за ўсё босс Мінадукацыі ненавідзіць рэпетытарства увогуле і рэпетытарства у асобе Яўгена Левянта. За что вас так не любит министр адукации особисто? Я был бы счастлив, если бы вы ему задали вот так же вопрос, потому что у меня нет ответа на этот вопрос. Это факты, это есть?
Ну, мне сложно судить. Давайте, это вопрос не ко мне, да. То есть, говорят, что да, но есть, например, если вы зайдете в Facebook Министерства образования, вы найдете оскорбительный текст обо мне, абсолютно клеветнический, оскорбительный текст про меня, который, вообще говоря, меня шокировал, что, вот так можно писать, да, это... Когда это было? В сентябре 2019 года. Это было потрясение в официальном Фейсбуке, что так, что, оказывается, такое можно. Как это соответствует, кстати, тем этическим нормам, которые сейчас обсуждаются. Вот тот текст в сентябре 2019 года и тому этическому кодексу, который сейчас обсуждается для педагогов. Мне кажется, этические нормы начинаются с самого себя. Да? То есть, если я хочу кого-то каким-то этическим нормам призвать к выполнению каких-то этических норм, первое, что я должен сделать, это более-менее вести себя порядочно в соответствии с этими нормами. Вот. Наверное, да. Честно сказать, меня это очень мало интересует. Меня это не волнует. Я вообще никогда не переходил на личности. И мы здесь, вы меня не первый раз приглашаете. Я всегда старался обсуждать, я обсуждаю только проблему, я не обсуждаю людей, да, и их личные там достоинства и недостатки. Это вообще, мне это не интересно, да. Если кто-то считает, что нынешнему министру образования это важно, пусть он это обсуждает с министром образования. Тым не менш, я таксама читаю час ад часу сайт Міністэрства адукацыі і такія, не знаю, нават не назавеш это матэрыяламі ці артыкуламі, а такія нейкія падобныя на нейкія пасквілі такія заметкі, дзе рэпетытараў у тым ліку, так называюць людзьмі, якія чыста урваць капейку на бацьках, з бацькоў вучняў. Ўсё ж такі, як вы адчуваеце, якое да рэпетытарства стаўленне у чыноўнікаў ад адукацыі? Знаете, мне кажется, здесь есть такая доля ревности очень большая. Вот в этом проблема. В том, что репетиторы, они, получается, ведь, как у нас здесь, исправляют ошибки наших школ. Да? Они подтягивают, подтягивают, да, зачастую переучивают, в общем-то, заново учат, вот так начнем. И уже готовят, показывают свои результаты, везде публикуют. А школы при этом зачастую только критикуются у нас, да, в общей сфере. И я, в принципе, не хочу сказать, что школа, она не может к тому же ЦТ подготовить. Здесь уже вопрос отдельных преподавателей, системы, то есть нельзя вот огулом это брать. Но в общем таком поле у нас государственная школа критикуется, репетиторские центры показывают хорошие результаты. И получается такая ревность, что вот свое родное обижают, да, вот чужое вот оно вот такое вот плохое, поэтому идет такая естественная реакция попытаться вот что-то с этим делать. И я знаете, пытаюсь везде донести, тоже недавно была дискуссия, что мы почему-то пытаемся противопоставлять эти все сферы. Зачем? Да? У нас есть государственная школа, мы должны ее улучшать. И, например, те же гимназии, мы не должны их отменять, мы должны школы подтягивать к гимназиям. У нас есть частная сфера, которая может додать какие-то знания дополнительно. Ведь не вина иногда школы, что у тебя есть класс, 30 человек, из них 10 человек сдает математику, 20 не сдает. И 20 это не нужно, и преподаватель должен как-то варьировать, в общем-то, по-разному. Это не вина этой школы в том числе. Почему репетиторский центр не имеет права, скажем, подтянуть именно тех, у кого там 10 нужно что-то дополнительно? Мы почему-то это противопоставляем, что это враги друг другу. Но я призываю и министерство, и, в общем-то, и наше там сообщество, да, в том числе рассматривать друг друга как некого партнера. И в том же, с чего мы начинали, тот же бизнес, наоборот, содействовать развитию и государственной, и частной сфере, и делать это вместе. Но мы почему-то противопоставляем. Вот в этом проблема. Если можно, я еще дополню. Я бы хотел сказать, что, казалось бы, мы такие рвачи-репетиторы должны были бы быть счастливы от того, как сказал мой коллега, когда закрывали гимназии и лицеи. Но давайте вспомним, когда закрывали гимназии и лицеи, кто, я не знаю, сделал, наверное, все возможное, чтобы хотя бы приостановить этот процесс, кто кричал на всю страну. Я называю вещи своими именами. Я орал на всю страну, что это преступление против белорусского народа. И я готов это повторять каждый раз, когда мне дадут возможность это произнести. Это преступление против белорусского народа закрытие гимназий. Я говорю, я рвач, репетитор, который кровно, казалось бы, заинтересован в том, чтобы их закрыли. Бред какой-то. То есть именно репетиторы говорили: ребята, что вы делаете? Да?
в России, например, первый критерий, по которому оценивается школа, это результат ЕГЭ. Поэтому школа все свои силы кладет на то, чтобы результаты у школьников были как можно выше. И тогда и репетиторов надо меньше. Да, может быть, они и нужны, но в меньшей степени, меньше затраты, меньше занятий. А если у нас результаты ЦТ на 100-500 месте по важности среди других показателей, которые определяют рейтинг школы, то понятно, что, поставьте себя на место руководителя школы, ему доводятся показатели, по которым он должен выполнять. И результаты обучения, они на каком-то там неважном месте. Значит, руководитель концентрируется на том, что наиболее важно, значит, для системы образования. Если бы результаты ЦТ были бы на первом месте, да, в рейтинге школ, я вас уверяю, что и школа бы, и гимназии, и лицеи государственные бы значительно бы выросли. Значительно бы выросли. То есть не бороться с репетиторами надо поддерживать государственные школы вот такими системными мерами. Тое, з чаго я пачынаў, колькасць прыватных школ у Беларусі. Як вы лічыце, калі вот раптам зараз памяняецца стаўленне, скажуць, ради бога, мы там будзем спрыяць, дапамагаць, адкрываць прыватныя школы. Гэта як адаб'ецца на дзяржаўнай сістэме адукацыі? А как оно может, скажем так, отразиться? Здесь вот вопрос. Здесь я скорее... Может, в министерстве думают, что закрыются все батьки, побегут в приватные школы? Такое все-таки невозможно. Вот такое все-таки невозможно, потому что, в принципе, нельзя назвать Беларусь некой богатым государством, с одной стороны, да, чтобы люди... Сейчас средняя расценка, если я не ошибаюсь, где-то 500 евро в месяц идет оплата, там, в зависимости от школы. То есть это далеко не все могут себе позволить. И, в принципе, мы всегда забываем, что вот Минск еще ладно, да, остальные регионы, то там точно себе это не позволят. С одной стороны, да, не пойдут люди по критериям материального развития. С другой стороны, еще раз я говорю, что нельзя брать огулом и говорить, что все школы, все гимназии, там настолько такой низкий уровень, что прям нужно оттуда бежать. Хороший уровень. Те же, особенно гимназии. Опять возвращаемся к этой проблеме. Вот недавно тоже в дискуссии беседовали директор одной гимназии. Она говорила, учителя пришли, у них 5 класс, вот, то есть дети перешли, и уже те, которые по прописке идут. И учителя говорят, а они не выучили домашнее задание. Это как вообще? То есть учителя, которые привыкли, в общем-то, работать, то, что приходят мотивированные дети, высокий уровень, а сейчас они удивляются, то, что, а как это вообще можно не выучить домашнее задание? Так вот, мы пытаемся вот хорошие из этих школ, гимназий убрать, и тогда, естественно, потребность-то вырастет в частных школах. Но ваш вопрос, еще раз отвечаю, что да, количество школ частных увеличится, но и с государством ничего не случится, если, как сказал коллега, их тоже не забывать, поддерживать и именно развивать, а не пытаться откатить назад в их развитие. Ничего не случится, катастрофы не будет. Просто должен быть у человека тоже выбор. Будем спадзявацца, але можа быць у міністэрстве адукацыі гэта не вельмі там разумеюць, ці што вот я па праўдзе сказаць не магу зразумець, чаму ўсё ж таки таких вот прыватных рэпетытараў, там кіраўнікоў цэнтраў так агрэсіўна успрымаюць у міністэрстве адукацыі. Вот пачытаць так артыкулы, пра якія вот мы ўзгадывалі, так это вораг нумар 1. Тым не менш, як вы думаете, вот про гэта ліцэнзіраванне і ўсё астатняе, можа быць, людзі клапоцяцца, чыноўнікі, пра дзяцей і як абараніць іх ад махляроў з падручнікам? Вот такое магчымае не? Ці ёсць у нас ввогуле такія? Не знаю. Вы знаете, может быть, у этих детей в первую очередь есть родители, которые, наверное, не глупые, образованные, которые найдут возможность оградить своих детей от мошенников. Смотрите, процесс обучения, он же длительный. Это забег на длинную дистанцию. Наверное, можно надурить на одно занятие, да, там какую-то рекламу дать, там, что сегодня на занятии мы проведем что-то такое, и по результатам одного занятия там как совершится чудо. И такое, кстати, было. Вот 90-е годы, я помню, мы проведем супер-пупер интенсив, и там что-то такое чудо случится.
За одно занятие... За 6 занятков вы выучите нет, английскую мову. 6. За одно занятие результат ЦТ возрастет на 20 или на 40, я не помню. Ну, послушайте, во-первых, мы это еще из фильма «Буратино» помним, что на дурака не нужен нож. Наверное, всегда будут люди, которые будут пытаться мошенническими способами что-то сделать. Но почему люди, которые в образовании не то что долго, всегда, вот у меня не было другой истории. И, наверное, уже не будет. Я, насколько знаю, мой коллега, вот он всегда работал в образовании. Он так не посидел, так прикинул. Так, в образовании нормально, с деньгами, значит, а вот в этих отраслях похуже. Вот я вот в этой области там начну что-то делать. Нет, может, призвание, это пафосно сказано. Я думаю, нам это просто интересно. Кроме всего, нам это просто интересно посвятить свою жизнь этому. Люди разберутся сами. Есть репутация, есть истории какие-то. Все это есть. Так устроено. А так устроена, жизнь везде. Наверное, всюду есть недобросовестные люди. Но я что-то не вижу, что вот какие-то чрезмерные события, что вот надо государству так ринуться, всех защитить. Да, бывают случаи, когда государство должно использовать все свои ресурсы, чтобы защитить людей от мошенников. Например, вот как истории со строительством. Да? Люди потратили сумасшедшие деньги, а квартиру не получают. Вот время от времени такие истории случаются. Насколько я знаю, вот и сейчас такая история происходит. Вот. Да, государство должно подключиться, слишком серьезно все. Еще какие-то истории. Но что я давно не очень помню, чтобы в системе образования происходили какие-то вот такие истории страшные, да, когда людей обманывали, им обещали, и это привело к каким-то тяжелым последствиям. Как бы это какая-то такая иллюзия, какая-то абстрактная проблема, миф какой-то. Вот спадар Евген узгадывал про... я просто хочу удакладніць у вас, як вы лічыце, сістэма адукацыі, вот казалі про то, что гімназіі уратаваць спрабавалі менавіта рэпетытары. Вы кажаце, что вот не ўсе школы і настаўнікі дрэнныя, але тым не менш, вот калі прыходзяць людзі рыхтавацца да ЦТ да вас, вы бачыце ўзровень, вот скажем, 5 гадоў таму, і там у мінулым годзе, і вот зараз вот дзеці, якія прыходзяць, вот якая градацыя? Смотрите, насчет вот, если мы пытаемся словить градацию, там отменили гимназии, не отменили, я этой градации еще почувствовать не могу. Потому что это сделали не так много, чтобы выросло, скажем так, новое поколение, да, которое я увидел бы. Поэтому, в принципе, я скажу, что как было там 5 лет назад, так оно, в принципе, сегодня и есть. Никаких больших изменений не существует. И, еще раз говорю, то, что хочу подчеркнуть, у нас часто говорят, что там ухудшается что-то, и молодежь хуже становится. Она, в принципе, всегда одинакова, но, в принципе, она приходит ко мне, и, может, я таких, конечно, только вижу, но я их учу практически с нуля. Вот. Да, они, можно сказать, не делали где-то упор на мои предметы, это гуманитарные предметы в основном. То есть, возможно, где-то не думали, что это будет поступать, еще что-то. Но я их практически учу с нуля. Однако, это абсолютно адекватные, толковые ребята, которые в течение года успевают подготовиться на баллы 80+, выполняя мои, в общем-то, требования. То есть, ничего там сверхъестественного и с их точки зрения нету, чтобы какие-то вообще ребята пришли там необучаемые. Или же там с нашей точки зрения мы просто выполняем программу, которая существует, мы учим, мы делаем это на совесть, сутками работаем. То есть, это не только те какие-то условные часы, которые там оплачиваются, о чем я говорю, то, что репетитору бы урвать. То есть нету такого, что отвел занятия и все. То есть я работаю, честно сказать, сутками, 11 месяцев в году. Вот. И, как бы результаты, как и уровень, в общем-то, примерно, все одно и то же. Но мы через несколько лет увидим, именно даже по многим показателям, скорее, во что превратились гимназии. Вот в чем суть. Спадар Евген, вот вы узгадалі нараду у Савеце міністраў. Увогуле, наколькі ўсё ж таки і на якім узроўні ідзе абмеркаванне, можа быць, нейкіх там рэформ ці зменаў у адукацыі, ва ўсёй сістэме, у адносінах да вот этих прыватных навучальных устаноў? Ці ідуць гэтыя дыскусіі, і калі ідуць, то ці далучаюць да гэтых дыскусій ўсё ж таки прадстаўнікоў вось прыватнага сектара?
Вы знаете, у многих преподавателей уже такое состояние безразличия к происходящему, потому что, и все равно ничего не будет, и ничего не изменится, а если будет изменяться, только к худшему. Но вот это состояние безразличия и равнодушия было несколько изменено, если я правильно помню, в августе или в сентябре, когда президент страны объявил о том, что в ближайшее время будет проведено крупное совещание по вопросам системы образования, куда пригласят не только представителей Министерства образования, но и людей, которые имеют какие-то другие суждения, чем работники Министерства образования. И, насколько я помню, это было совещание запланировано на ноябрь-декабрь. Оно до сих пор не состоялось. Я надеюсь, что оно состоится. И мне кажется, что вот какие-то осторожные надежды, что ли, какие-то все-таки ожидания перемен к лучшему, вот от серьезного разговора на эту тему в системе образования есть. Я надеюсь, что понятно, что вот сейчас, хотя мне не всегда понятно, почему что-то происходящее в стране откладывает обсуждение проблем на образование в долгий ящик. Что вот, к сожалению, сейчас не до образования, потом. И это уже, к сожалению, не первый раз. Мне кажется, что это первостепенная проблема, это важнейшая проблема нашей страны, и особо никакие другие проблемы, да, они тоже серьезные, но они не более важные, чем происходящее в системе образования. Я бы надеялся на то, что серьезный разговор о проблемах системы образования в ближайшее время состоится, и такой, я бы высказывал осторожный оптимизм по поводу вот этого события, что все-таки какие-то позитивные изменения начнутся. Да. Часто хочется сказать, что хуже уже некуда. Хотя... Здесь... Вы пессимист. Оптимист бы сказал, есть еще куда. Да, вот каждый раз, когда мне кажется, что хуже некуда, оказывается, есть. Я вот просто так тоже подчеркну, что и у меня было большое воодушевление именно от того, что президент сказал, что нужно услышать все стороны, наконец-то. И я тоже думал, неужели? То есть пригласят и признают репетиторов как люди, которые не враги народа, которые там радуются каким-то неуспехам образования, наоборот, за это выступают. Но репетиторов, может быть, другой взгляд на это, и, может быть, на общей площадке можно это будет высказать. Но пока вот оно затянулось как-то. Вот вы выказываете спадзевы такие легкие на то, что, может быть, у лепшы бок нешта пачне змяняцца ў адукацыі. Вот у нас некалькі разоў была выкладчыца звычайнай школы Ганна Севярынец, і ад яе прагучала такая фраза неяк, што кажа, што ў мяне такое адчуванне, што адмыслова где-то там вот этими чыноўнікамі робіцца ўсё для того, каб знішчыць нашу беларускую адукацыю. Вот вы такого не заўважаеце? Может быть, я бы вот так столь бы общо бы, может, не формулировал мысли, но я бы хотел обратить внимание, что когда в августе-сентябре стали обсуждать возможность создания университета при ПВТ, не подчиняющегося Минобру, да, потому что сейчас, по сути дела, что происходит? У Министерства образования, по сути, есть монополия на систему образования. Больше ни в одной отрасли, наверное, у нас монополии не осталось. И мы знаем, что, монополия со всех точек зрения это зло, да, то есть это закупоренная система, которая, не может развиваться, она может только деградировать. И как только вот эта идея прозвучала, что мы увидели? Мы увидели выступления ректоров большинства вузов, выступления руководителей Минобра. Нет, ни в коем случае. Нам не нужен никакой университет при ПВТ. Мы сами все сделаем. Мы сделаем его при БГУИРе, мы сделаем его при ФПМ-БГУ. Мы все сами, только не надо. У меня было ощущение, что вот руководители системы образования лежат поперек, вдоль и по диагонали против этой идеи. Да? И смотрите, как эти сейчас голоса стихли. Почему? Потому что уже понятно, вот решение затянулось, не принято.
и значит, уже в ближайшее время университет не получится, потому что для этого надо время. А там завтра будет завтра. То есть, по факту, ну, так и есть. И это, на самом деле, не то, что вот они какие-то, ну, такие вот негодяи, которые против страны. Нет. Ну, просто вы когда-нибудь видели, чтобы люди, у которых есть монополия, добровольно от нее отказались? Ну, нет. Это бывает в редчайших случаях. Да, ну, у меня есть монополия, я всем руковожу. Ну, зачем же мне, вот, чтобы моя монополия на все процессы, ну, в данном случае системы образования была нарушена? Естественно, нет. Ну а прыватныя школы, рэпетытары, гэта менавіта тое, што ўсю гэтую манаполію падточвае пакуль што так вот на 0,13%. Вот подточили, так подточили, да. С невялікага ўсё і пачынаеце вот так вот мелкіх дзюрачак панаточыце вы в этих подпорках і ўсё, і рухне развалите стабільнасць. Да, і всю разваліце стабільную беларускую сістэму адукацыі. Тым не менш, я спадзяюся, што ўсё ж таки агульная мова паміж дзяржавай, дзяржаўнымі чыноўнікамі ад адукацыі і людзьмі, якія займаюцца по такой вот прыватнай ініцыятыве, да, зарабляючы на гэтым грошы, але аддаючы ўсіх сябе таму, што даводзяць да ладу тое, што не змаглі зрабіць у дзяржаўных школах, вот што так вот паразуменне ўсё ж таки знойдзецца. Дзякуй вялікі. Евген Левянт, Александр Луцевич, Зміцер Лукашук працавалі для вас у студыі. Слухайце і глядзіце нас. Спасибо, до свидания.